нас смотрит и кто только включил свои телевизоры. Ни в коем случае не переключайте канал, потому что вы смотрите самую интересную программу. Это я говорю без лишней скромности. Но сегодня мы поговорим не о скромности, а о самой продвинутой теме, о хип-хоп культуре. Привет, меня зовут Элина, а как зовут вас? Елена. Серый. Тамик. Андрей. Чья идея была создать группу и вообще как вы друг друга нашли? Вообще, первоначальная идея это была у меня и у Андрея. Потом мы встретились с Серым, познакомились с ним и предложили ему читать вместе. Так образовалась. А девушка? С девушкой мы уже познакомились на месте, когда начали записываться. Я знаю, что вы уже выступали. Кто пишет тексты к вашим песням? И сколько на это уходит времени? Вообще-то быстро уходит. Сутки максимум. Так. У вас довольно оригинальное название. Кто захотел назвать группу именно так и почему именно «Сила речитативов»? Ну, когда мы создали эту группу, мы сначала назывались Рэп Нойз. Нам вроде это не подходило. Нам парень с группы Ice Beat, Мэг, многие его знают, посоветовал назваться «Силой речитатива». А что означает речитатив, вот объяснит он. Да, речитатив это произношение, определенное произношение какой-то фразы с определенной интонацией и скоростью. Можно ли рэп назвать искусством? Да, можно. Может, так как говорится, это хип-хоп культура, рэп входит в хип-хоп культуру. Культура, как известно, это тоже искусство. Поэтому можно назвать. Читать рэп может каждый или нужно обладать особыми качествами, чтобы быть хорошим рэпером? Да нет, в принципе. Там нужно просто ритм чувствовать. И у тебя вот твой речитатив, он постепенно сам выработается. Это не с самого начала дается. Вот мы сначала мучились с Миленой. У нее тоже не получалось, но потихоньку, да, она начала уже. Вы сказали, что вначале вам было трудно читать рэп. Почему? Потому что я не чувствовала ритма музыки, но со временем они меня подучили, я его почувствовала. Да, но она и слова, там не только же ритм нужен, там еще надо, допустим, когда читаешь, надо в рэпе в основном не от рифмы зависит слово, а смотря на какое слово делаешь ударение. И вот она читала все так, вот на одном дыхании, вот как из автомата стреляют, вот так. И вообще, То есть главное делать ударение в нужном месте? не только ударение, надо и хотя бы музыку слушать. Она просто и музыку не слушала, и не попадала в музыку, и вдох не делала. Ну, в общем, приходилось очень сильно учить. Сейчас в моду вошел женский рэп. У вас, девушка, появилась цель, чтобы отдать дань моде, или есть какой-то смысл в женском вокале? Ну, лично мое мнение, женский рэп это сейчас что-то новое. Нужно, во-первых, продвигать это уже. Мужской рэп уже немного поднадоел. А немного, чтобы это разбавить, я думаю, неплохо выглядит. Все. Мне не для того, чтобы отдать дань моде, но просто эта девочка, меня, как только мы собирались вообще читать, она меня очень сильно доставала целыми днями. Я тоже хочу, тоже хочу. Я говорю, если у тебя получится, пожалуйста. И все.
чувствую в коллективе настоящих рэперов себя нормально. Мне нравится, как они себя ведут, то, что они делают. Я сама люблю рэп, мне это нравится, и еще это очень нужно. Как продвигается хип-хоп-культура у нас в городе? Ну, у нас хип-хоп культуры как таковой здесь вообще нету. Если что-то тут и есть, вот, например, мы еще 2-3 группы, то это все мы где-то видели, что-то откуда-то привезли, а так как таковой тут хип-хоп культуры совершенно нету. А что нужно делать для того, чтобы было побольше таких групп, как вы? Ну, во-первых, нужен первый толчок. Это надо устроить, во-первых, какую-нибудь хип-хоп вечеринку тут. Тут в городе совершенно невозможно ничего подобного устроить, потому что люди вообще не понимают, что это, для чего нужно. Они думают, это вот так, просто вот минутная забава и все. Это да, это нам нужно, мы просто, это даже уже сейчас пошел как интерес. Мы вот собираемся продвинуть рэп, хип-хоп в нашем городе. И вот, по крайней мере, сейчас что-то получается, что-то нравится. Мы начинаем на данный момент с коммерческого рэпа, а потом уже потихоньку будем продвигать и уже посерьезнее будем темы ставить. Для меня лично рэп это как, ну вот я так скажу, вот чтобы не бродить по улицам, вот у нас в городе абсолютно нечего делать. Вот начиная вот с 6-7 часов вечера город вымирает. Ни клубов, ничего. Я думаю, вот, Есть клубы, но они местной молодежи не по карману. вот правильно он сказал. Вот, например, я не буду точные клубы говорить, но, например, свыше 100 рублей намного выше, это не по карману молодежи. И молодежь просто гуляет по улицам, им нечего делать, становятся наркоманами, и вот, как говорится, погибают. А вот лично для меня рэп, это, как говорится, я чем-то занят, вот у меня есть цель чего-то теперь добиться. А ты идешь по улице, любуешься собой, все парни падают ногам твоей красотой, не нужно жить сердитою судьбой, не надо ставить себя выше тех, кто с тобой. А ты любуешься собой, выше тех, кто с тобой. Что ж, весьма похвально, что наша молодежь выбирает здоровый образ жизни. Пусть это будут танцы, музыка или спорт, неважно, нужно просто захотеть, и все у нас получится. Ну а с вами я прощаюсь, увидимся.